Здоровье детей в руках их родителей. Родители должны чрезвычайно ответственно относиться к такому вопросу, как защита своих детей от инфекционных заболеваний. От инфекции не застрахован никто. И мы должны принять все меры, чтобы наши дети не встречались с этими заболеваниями. А если встретились бы с ними, то были максимально защищены. Вакцинация – это очень широко обсуждаемая тема в профессиональном сообществе, в средствах массовой информации. Очень спорная тема, которая вызывает массу вопросов у населения. И поэтому сегодня мне хотелось бы обсудить некоторые аспекты за и против вакцинации. Но прежде чем приступать к конкретным вопросам, наверное, я попытаюсь объяснить попроще, что такое вакцинация в принципе. Вакцинация – это создание специфического иммунного ответа путем введения убитых или ослабленных микроорганизмов или же частичных их элементов в организм человека. В результате формируются специфические защитные механизмы, которые не позволяют развиться заболеванию в дальнейшем при контакте с данным микроорганизмом. Заболевание или не развивается вообще, или протекает в более легкой, стертой форме. Качество вакцинации зависит, безусловно, и от качества самой вакцины, и от соблюдения правил транспортировки вакцины, хранения ее, от качества введения вакцины, и немаловажным является соблюдение схемы вакцинации, потому что в большинстве случаев вакцина ставится неоднократно. По поводу антивакцинального движения. Антивакцинальное движение – это такое всемирное явление, его сторонники чрезвычайно активны, они выдвигают массу аргументов против вакцинации. Какие же основные претензии? Ну, самый первый вопрос, о котором обычно всегда идет речь, это то, что нет на 100% эффективных вакцин. Что на это можно сказать? Да, действительно, на 100% эффективных вакцин нет. Как вообще нет на 100% эффективных биологических или фармакологических препаратов вообще. Каждый производитель в аннотации к препарату указывает тот процент, в котором формируется устойчивый иммунный ответ. Ну, например, вакцина против вирусного гепатита В. Производитель указывает, что напряженный ответ иммунный формируется в 98,2% случаев. Значит, из 100 вакцинированных у 1,8 пациентов этот ответ не сформируется. Может ли такой человек заболеть? Да, может. Вопрос, от кого он заразится, если вокруг него у 100 человек, из которых мы говорим, иммунитет есть, значит, заболеть они не могут и, следовательно, не могут послужить источником инфекции. Категория людей, у которых есть хороший иммунный напряженный ответ, называется иммунной прослойкой. Например, для такого заболевания, как дифтерия, безопасной считается 94,5%. Иммунная прослойка. Если такой процент населения имеет хороший иммунитет против дифтерии, оставшиеся просто практически не имеют шанса столкнуться с больным этой инфекцией, следовательно, заразиться. Следующий аргумент. Вакцинированные тоже болеют. Да, действительно, вакцинированный может заболеть. Как я говорила уже, вакцинирование предполагает, если не удается избежать заболевания полностью, то заболевание протекает в легкой или субклинической форме. Примером может служить корь. Больной, вакцинированный от кори, может заболеть этим заболеванием. И есть такой диагноз – корь вакцинированных. Это заболевание протекает очень легко, нет полной клинической картины, никогда не бывает осложнений и никогда не бывает смертельных случаев после такого заболевания. В таком случае считается, что цель вакцинации достигнута. Какие еще аргументы выдвигаются? Ну, пожалуй, самый главный и такой действительно серьезный аргумент – это поствакцинальное осложнение. Прежде чем поговорить на эту тему, давайте уточним, что такое поствакцинальное осложнение и что такое поствакцинальная реакция. В самом начале я говорила, что вакцина, пыталась объяснить, что вакцина – это такой мини-инфекционный процесс, такое небольшое инфекционное заболевание. То есть есть возбудитель, есть организм-хозяин, они взаимодействуют, и вследствие этого вырабатывается специфический иммунный ответ.
Это маленькое инфекционное заболевание. Следовательно, небольшое повышение температуры, небольшое недомогание, какие-то неприятные ощущения вместе инъекции в виде припухлости, гиперемии на месте инъекции. После вакцины естественны. Они не угрожают здоровью человека, они не могут привести к летальному исходу. Это поствакцинальная реакция. Поствакцинальным осложнением называются те неблагоприятные моменты, которые возникают после вакцины, неблагоприятные последствия вследствие введения вакцины, которые угрожают здоровью человека и могут привести к его смерти. Как часто встречаются поствакцинальные осложнения? Ну, вот самая критикуемая вакцина – это вакцина АКДС против дифтерии, столбняка и коклюша. Поствакцинальные осложнения встречаются в одном случае на 125 тысяч вакцинаций. Полиомиелитная живая вакцина. Поствакцинальный полиомиелит развивается в одном случае на 160 вакцинаций. Вакцина БЦЖ против туберкулеза, которую делают еще в роддоме всем деткам. Вот генерализованная БЦЖ-инфекция после этой вакцины возникает в одном случае на 1 миллион вакцинаций. Много это или мало? С чем сравнивать? Давайте сравним с цифрами летальности, которые по этой заболеваемости существовали в довакцинальный период. Вот среди всех заболевших дифтерией, всех случаев дифтерии, летальность, то есть смертность, достигала 40%. То есть умирало 4 из 10 больных. Если же развивалась токсическая форма дифтерии, умирали все, 100%. Полиомиелит. Смертность в довакцинальный период составляла 8,9%. Но инвалидизация при паралитических формах полиомиелита составляла 100%. То есть все люди, переболевшие паралитической формой, становились глубокими инвалидами. Туберкулез. В довакцинальный период смертность при туберкулезе составляла 39,8%. Инвалидизация достигала 40%. Вот эта информация к размышлению родителям, когда они будут решать такой жизненно важный вопрос: вакцинировать своего ребенка или не вакцинировать. Это цена риска. Что еще приводит как аргумент против вакцинации? Считают некоторые товарищи, чрезвычайно активные, как правило, что многие заболевания протекают легко и не опасны для ребенка. Речь, как правило, идет о детях, о так называемых детских инфекциях. Что к ним относят? Корь, краснуха, ветрянка, скарлатина. Вот это классические детские инфекции. Этот аргумент, эта мысль появилась во второй половине 20 века. Именно в период всеобщей вакцинации. Потому что в довакцинальный период никто бы не назвал корь легкой инфекцией. По летальности корь стояла на первом месте среди всех воздушно-капельных инфекций. От кори умирали чаще, чем от пневмонии. И никогда никто бы не сказал, что корь – это легкое заболевание. Вот такие аргументы – это как раз следствие результатов вакцинации. Сложилось такое мнение. Отказ от вакцинации чреват чрезвычайно серьезными последствиями. Вот я выше говорила о иммунной прослойке и о детских инфекциях. Вот детской инфекцией в довакцинальный период называли еще дифтерию, потому что ей в основном чаще всего болели дети маленькие. Вакцинальная прослойка довольно безопасная, вакцинальная прослойка довольно высокая, 94,5%. Наша страна в конце 80-х, начале 90-х пережила вспышку, подъем заболеваемости дифтерией. Это стало следствием кампании в средствах массовой информации антивакцинального движения. Многие родители стали отказываться от вакцинации. К чему это привело? Сначала стали болеть взрослые, которые в свое время в детстве были вакцинированы, и поэтому болели они легкими формами. А вот их дети, которым они отказались делать вакцинацию, болели крайне тяжело. Вот за эти эксперименты наша страна заплатила жизнями 3886 человек. Больше половины из них – это дети. Эти дети умерли
потому что им вовремя не была сделана вакцинация. Вот эта вакцинальная прослойка в некоторых регионах нашей страны сократилась до 20%, с 94,5% до 20%. Безопасность была потеряна. Хочу подчеркнуть, вакцинация – это общественная безопасность. Здесь безопасность общества зависит от ответственности каждого, и безопасность каждого зависит от зрелости и ответственности всего общества. Ну и последний, пожалуй, такой неубиваемый аргумент, который приводят противники вакцинации. Вот наши предки жили без вакцинации и ничего себе, дай Бог и нам такого здоровья. О каких предках речь идет? Если речь идет о нынешних поколениях бабушек и дедушек, то это как раз люди, рожденные уже в эпоху вакцинации. Может быть, они не получали такого количества вакцин, как нынешние дети, но они вакцинировались от самых страшных заболеваний. Если же речь идет вот о тех временах, когда вообще вакцинации не существовало в принципе, ну давайте тогда посмотрим, какая была средняя продолжительность жизни тогда. Она не достигала 50 лет. А в нашей республике, на территории нашей нынешней республики, средняя продолжительность жизни не достигала 40 лет. А от чего же так-то? Что люди так мало жили? Когда же они успевали родить и вырастить детей, понянчить внуков? Нет. Взрослые люди доживали довольно преклонного возраста. А средний возраст исчисляется с учетом детской смертности. Младенческой и детской смертности. До 5-летнего возраста доживала всего половина детей. Всего половина. Дети умирали и потом. А до взрослого возраста доживало около 40% рожденных детей. Ну, вот я понимаю, что цифры, они довольно сухие, и сложно, может быть, их воспринять на слух. Я предлагаю каждому провести исследование в своей семье. Спросите у своих бабушек, может быть, у кого-то прабабушка еще жива. Спросите, сколько детей рождалось и сколько из них выживало до взрослого возраста. На своем личном примере я могу сказать, моя прабабушка рожала 8 раз, выжила 4. Причем семья была обеспеченная, они не голодали, им была доступна вся возможная по тем временам медицинская помощь, и тем не менее умерла половина детей. От чего же они умерли? От инфекционных заболеваний, от которых сейчас нас защищает вакцинация. Поэтому я рекомендую всем хорошо подумать. Я не призываю вас вот прямо сейчас бежать вакцинироваться. Я призываю вас хорошо подумать. Я давала вам информацию к размышлению. Подумайте, какой риск для своего ребенка вы предпочтете.